друзья, коллеги. Ну, не знаю, я, как всегда, не готовлюсь, но, наверное, экспромт — это самое лучшее, что получается у меня, наверное. Ну, посмотрим. Я, знаете как, начну немного со сложного, ну, я бы сказала, с упрека. С упрека к нашим ветеранам. Прошу прощения, да, именно к ветеранам. Сегодня ветеранская организация АЯРа пригласила, я думаю, всех ветеранов нашей страны. Но я больше вижу здесь общественных организаций, чем ветеранов. Почему так? Я просто хочу спросить, в случае какого-то конфликта, войны, операции, вы как будете делиться, уважаемые ветераны? Кого вы будете защищать? Которые поддерживали власть или которые были против власти? Или мы все являемся вашим народом? Лично я, как женщина, кто меня будет защищать? Да, меня это очень волнует. И мне неприятно понимать, что, вы знаете, можно делиться по политическим взглядам, но нельзя делиться ветераном. Вы вершили все одну победу. Вы вершили все один подвиг. Здесь сидят и присутствуют герои. Вы же защищали нашу маленькую одну Абхазию. Ее нет ни две, ни три, она одна. Поэтому я бы хотела бы и взываю, и призываю ветеранов, участников нашей Отечественной войны, быть вместе. А быть вместе в каком вопросе? В защите наших интересов. Знаете, я сейчас уйду немножко в историю буквально недавнего эфира. Хочу просто напомнить. Меня глубоко возмутил министр юстиции Абхазии, который обозвал соглашение 1995 года договором, гражданско-правовым договором. Стыдно, друзья! Стыдно, друзья! Я хочу спросить у министра юстиции, а чьи интересы он защищал, стоя в эфире? Мне просто непонятно. Оказывается, в 1995 году мы заключили гражданско-правовой договор. А Владислав Григорьевич тогда сказал, это первая ласточка нашего международного соглашения. Вы понимаете? Меня глубоко возмущает действие президента нашей страны. Не уважаю. Только потому, послушайте, я не могу понять, мы больше клянемся в любви России, чем собственному народу. Знаете как? Давайте любить собственных детей. Давайте любить собственный народ. Давайте уважать землю, политую кровью. Это громкие слова. Потом будут говорить в Facebook, у нас сейчас средства массовой информации, будут говорить, вот она там пыталась. Я ничего не пытаюсь. Знаете как? Я пытаюсь, чтобы достучаться до каких-то небес. Почему, слушайте, люди, придя во власть, забывают, что они вчера еще ходили в оппозиции и делали кардинально... Вот то, что делаем сейчас мы, они вчера говорили об этом. Если бы сейчас они были оппозицией, они бы это превратили в политику. Но вдруг, почему-то оказавшись у власти, они обо всем забывают. Знаете как? Меня не волнует, что там скажут юристы. Мне совершенно даже не интересно, потому что это не работа юристов. Это работа защиты нашей земли. Как только мы, даже если Аслан Георгиевич со своим карманным парламентом продавит ратификацию, я могу сказать одно. Он выиграет маленькую битву. Битва, но не войну. Война только начнется. И еще я хочу предостеречь парламент. Такой, я люблю это слово, председатель комитета по международной правовой политике, нет, по межпарламентским
да, Связев, он сказал такой символичный, под номером 7. Я обращаюсь к парламенту. Я как-то говорила, еще раз повторю. Просто, знаете как, не смейте, и вы не имеете на то право. Вам не дано это законом, вам не дано это Конституцией, вам не дано это смертями наших родных и близких. Ратифицировать такое соглашение. Я не знаю, кто поддержит меня, кто не поддержит. Я начну процедуру по распуску парламента. Вот честное слово, пойду сама собирать подписи против того, чтобы если парламент такое действие проведет и ратифицирует данное соглашение, такой парламент надо будет отрешить от власти. Распустить такой парламент. И такой парламент поименно назвать предателем нашего народа. За ратификацией последует энергетика, АИБКа, там еще вопросы забыла, не помню, не хочу знать. Эти вопросы будущего наших детей. И вы вот здесь, то небольшое количество, которое собралось, пусть будет стыдно тем ветеранам, которые не пришли сюда. Вот мне за них стыдно. Мне стыдно за Амцахару, которая превратилась в политическую партию и несет чушь собачью. Простите меня. Эти люди, я хочу спросить у руководителя политической партии Амцахара, что защищал он? Тот объект, который продал в Афоне, он это защищал? Пусть ко мне лично приедет, я знаю то, о чем я говорю. Знаете что? Нельзя продавать, не продается свой дом, не продаются дети, не продается наша память, не продаются наши ребята. И в конце я хотела бы сказать, здесь присутствуют ветераны. Мы должны были начать нашу встречу с минутой памяти и молчания наших ребят, которые погибли в войне. И я призываю участвовать, встать и